Что-то я не понял. Ходорковского вызвали к Трампу на ковер, блин. Ходорковский у Трампа, Невзоров, короче, комментирует. Что-то, блин, просто херею. Пригласили на инаугурацию, решил съездить. И полюбопытствовать, и знакомиться надо заново. Сценарий очень похож. Интересно, кто у кого тырит. Приглашение Ходорковского на Великое Трампово торжество, несомненно, было метким и ядовитым плевком физиономии Путина. В Кремле, узнав об этом, били графины о головы свои. Вынюхали тройные дозы, объявили трехчасовой общекремлевский траур. Ну, не знаю, короче, в каком флаконе он подъебывает, этот Невзоров. Ну, Ходорковский онда borib kelganmi, borib kelmaganmi, bizga Башкортстанга вообще, по идее, до фени, как говорится, нам похрен, блин, что он там, он ездил, не ездил, по сути нам пофиг, блин. Но самое интересное, что Невзоров, получается, порой, я не знаю, за кого топит, блин. Вот Невзорова я не могу понять, за кого он топит. И исходник, сегодня как раз вот одну тему я хотел сказать. Кстати, я чуть забыл, сейчас вот попытаюсь вспомнить. Насчет того, что... Вспомню потом, надеюсь. Как раз то, что я слышал насчет... Кто-то Кац, что ли, рассказывал, что-то такое. Вот как раз-таки вот хрень какую-то. Вот потом вспомню, я скажу. По этой теме как раз-таки, что ну, тема была такая, что независимость, какая независимость? Распад России, вот примерно по такой теме было. Вот не знаю, вот, кто что сказал, в этот момент сейчас потом скажу, вспомню, надеюсь, по этому. Может, какая-то тема появится такая. Получается, за распад России, короче, как я понял, никто не топит, никто не топил. Кстати, нет, это примерно даже, не могу точно вот это сказать, вроде бы с передачи Трампа это даже звучало. Нет, потом его кто-то комментировал прям. Короче, примерно была такая суть. Когда сейчас Трамп делает какие-то свои внутренние дела, здесь Украина, понятно. Но самая изюминка вот здесь, об этом, не знаю, кто-то комментировал или что, я не знаю, откуда эта мысль мне пришла. За все вот это время, все говорят, что они ждут звонка с Путиным, да? Вот теперь призадумайтесь. Вот этот момент. Мына ойланып қарайық әлі мына. Қараңыз, дуслар, туғанлар, украинцы. Вот прикиньте, за все время они ждут переговоров с Путиным и Трампом, да ведь? И что? Но они, как говорится, ждут переговоров же. Они не хотят, получается, значит, Путина снести. Понимаете? После этого вот и думайте. Бізге башкирт, татар, чечен, Дагестан. Кто-то о нас думал? Кто-то думал о вас вообще? Ну, о нас, обо всех думал? Даже Украину сюда не надо впутывать. Кто-нибудь о нас думал? Никому мы нахрен не нужны, поймите. Нет, эта мысль вроде глубоко у меня у себя засела. Нигде-то я не слышал это. Короче, еще одна тема. Туда же дополню. Вот прикиньте, если Трамп идет на рамсы, так скажем, я не знаю, правильное слово туда подобрать, короче, файтинг, ну это, короче, идет с Путиным, короче, на это хрень, на это крышке, значит, ему же нужен кто-то, ну так скажем, на дебаты человеком идешь, кто же тебе нужен, да, дуэлист там, дуэль когда идет. Получается, у него есть Путин, и получается, Трамп не собирается даже разваливать эту пидорасию. Понимаете, не хочет даже. И плюс, вдобавок, все уже это повторялись, как говорится, им
получается, Украина по идее не нужна. Он просто сказал, что он должен остановить все войны, которые ему приносят минус, Трампу, да? Тут, окей, остановить войны, минус Трампу, окей, все это мы поняли. И получается, никакой войны не будет, никакого развала не будет. Если глубоко, если в это внедряться, то у нас нет шансов. И нәрсәгә мин теге психланып йөрим мона постоянно мона. Почему я заметил себя, нәрсәгә мин психланып йөрим, потому что наши, кто вот эти, как мне говорят, зачем это делаешь, зачем это делаешь, күтен күтәрмиләр. Күтен күтәрмәгән халыкларны, если не я или кто-то не будет критиковать, они не будут ничего делать. Критикуя людей, ты даешь, как говорится, им шанс изменить положение. А изменить положение им кто даст? Хотаны, что ли? Хотаны кутана тибяма? Габасовна, Кашаповна? Или кто? Я вот этого не могу понять. Если не мы. Шунарға мен постоянно айтам, туғанлар, ашығыз канал, распространяйте, действуйте по-свойски, что-то делайте. Если қолыңызға пока автомат ала алмайсыз екен, значит, тіліңіз білән шұғылданыңыз. Тіл білән соғышығыз. Тіл білән де соғышып болады енді. Минем, допустим, мына минем қайдадыр башым эшләмей екен, сізнікі может шул вакытта эшлидер. Шунда син, как говорится, можешь меня критикуй керек булса. Мине үстемнән критика ташла, миңа пофиг. Главный син, как говорится, Мәскәүгә шул кешеләрне инде. Кимне кулыннан килә монда? Монда да көрәш бара, по идее. Кем, как говорится, сможет, как говорится, людей переделать, так скажем, этих манкуртов на то, чтобы они автомат уже повернули на Москву. Как они в комментариях в ТикТоке мне писали. Ты, говорит, в Украине башкиртов, татар, говорит, сделай так, чтобы они повернули оружие на Москву. Как? Мы внутри Башкортостана, Татарстана не можем это сделать. Это шыққаны юк онда, мана бір елдан берлі мен сігінем мында. Біркім шыққаны юк. А я как, блядь, поверну это положение, блядь, внутри. Но я это тоже говорил вам, как повернуть. Сколько я говорил Габасов, чтобы это сделала. Айгуль Леон сделала. Наконец-то этот Кутакбаш Мурзагулов поехал, блядь. Ну вот, сделайте. Мені документом болса, мен әллақашан шығарайым Украинға, блядь. Меня тогда еще в прошлом году уже предлагал Кашапов, не можешь ли ты поехать в Украину? Мені паспортом юктайын, ничек мен барам дедім. И потом они резко других нашли. Ну не знаю, зачем они вообще туда ездили нахрен. Вот это интересно, блядь. Как говорится, не по моей теме вообще было бы даже, если я поехал бы. А вот если сейчас я поехал бы, или там решил бы эту поездку, то у меня есть конкретная тематика. Как я всегда вам говорил. Набрать людей и собирать людей в Украину. Собирать людей. Ну, до этого вы не вылазите. Сюда вы не хотите, как беженцы, приезжать. Жылы ғана ызбағызда пеш башында отырасыз Башқұртстан мен Татарстанда. Үләсігіз келмей. Час икіз күтесіз, Габбасов айтты, час икіз күтерге. Все, шуны күтіп отырасыз. Вот этот момент, понимаете? И тут получается, конечно, Трамп, он не уберет Путина. Принципиально. Принципиально не уберет. Он сейчас будет, как говорится, с ним как бы контрах всего лишь. Там нефть будет качать, туда-сюда, вот это хуйней маяться будут они. Потому что Трамп бизнесмен, онарға ақша керек. Онарға расход керек ме? А Байден шиза был, бабай. Онарға похуй, что, кисәсінен кетер, что ли он? Ему похуй, он же работник. Они же все работники. А Трамп-то, шунды система мозги, блядь. Он не хочет тратить бабло, он наоборот хапать хочет. Бизнесмен. Шунарға, я не знаю, как это